Жизнь бизнесмена, младшего брата бывшего президента Казахстана Болата Назарбаева всегда вызывала огромный интерес у общественности. Чем так интересен этот человек и что о нем известно? Давайте разберемся вместе, ведь наверняка и у вас, как у любого жителя Казахстана, когда-то возникал вопрос: кто же такой Болат Назарбаев? Итак, Болат Назарбаев – это родной брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Родился в селе Шамалган, которое находится в Алматинской области. Болат Назарбаев родился 23 марта 1953 года. Помимо влиятельных родственных связей, он известен как предприниматель в сфере аграрного и инвестиционного бизнеса. Является учредителем общественного фонда «Саликалурпак» и позиционирует себя как меценат Казахстана. Несмотря на то, что родной брат бывший президент Республики Казахстан, нет данных, что Болат Назарбаев когда-либо занимал государственные посты. Сам Болат вырос в селе. Исходя из его успешного аграрного бизнеса, следует отметить, что проведенное детство в селе пошло на пользу бизнесмену. С детства он не только запоминал все особенности ведения сельского хозяйства, но и активно практиковался. Полученные знания в детстве сделали из Болата в будущем специалиста в этом вопросе и помогли ему основать свой успешный аграрный бизнес. Общаясь с прессой, Болат Назарбаев никогда не стеснялся своего происхождения из небогатой и простой семьи. Он, наоборот, всегда говорит, что именно это стало для него мотивацией и подтолкнуло работать еще в школе. Первой работой восьмиклассника Болата Назарбаева стала строительная площадка, где он заработал свои первые 200 рублей. Это, между прочим, довольно солидные по тем временам деньги. В одном из интервью Болат рассказывал, что хотел тогда много чего купить, но приобрел только самое необходимое – одежду, а остальные деньги отдал дедушке с бабушкой на покупку дров к зиме. После окончания школы Назарбаев-младший некоторое время работал на металлургическом комбинате в городе Караганда по комсомольской путевке. Затем была двухлетняя служба в армии. Отмечается, что в период несения службы будущий меценат был удостоен 2 советских наград за отличное несение службы во благо своей родины и народа. Отслужив в армии, Болат Назарбаев через несколько месяцев вернулся в родное село и устроился механиком в совхоз. Начиная с самых низов, пройдя все ступени карьерной лестницы, доработал до замдиректора совхоза. Всего на предприятии он проработал 17 лет. После этого еще год работал заместителем директора Каскеленского хлебного завода. Ну а перед распадом Советского Союза Болат Назарбаев, обладая, по его мнению, достаточным объемом знаний и опыта, принимает решение попробовать себя в сфере бизнеса. Предприниматель начинает заниматься заготовкой и продажей шкур животных. Бизнес стартовал очень успешно, и после этого Болат становится видной общественной фигурой в Алматинской области. Но уже в 1992 году основательно начинает заниматься аграрным бизнесом, становится вице-президентом Инкар Агро. Ну а спустя 5 лет предприниматель основал консалтинговую компанию в сфере аграрного бизнеса Бен-Инвест. Личная жизнь Болата Назарбаева – тоже тема, которая вызывает огромный интерес у публики. Существует бесконечное количество фейковых новостей на эту тему, и далеко непонятно, что из этого может быть правдой, а что ложью. Но на самом же деле законную единственную супругу Болата Назарбаева зовут Гульжан Назарбаева, с которой бизнесмен прожил почти 50 лет. К сожалению, недавно она скончалась, но в интервью каналу Ина ТВ Болат Назарбаев признался, что полюбил эту девушку с первого взгляда. Болат вспоминает, как тогда, когда они познакомились, все произошло буквально в несколько минут. По воспоминаниям Болата Назарбаева, Гульжан всегда была эталоном женственности и напоминала ему родную мать. Также успешный бизнес позволил Болату Назарбаеву задуматься о мечте детства – помощи нуждающимся. И в 2016 году он основал общественный фонд «Саликалурпак». Главной целью фонда является поддержка социально уязвимых слоев населения. Для помощи детям из малообеспеченных семей фондом создан также пансионат, в котором на полном обеспечении находится более 70 воспитанников. Задача проекта – дать возможность детям не только завести новых друзей, но и получить знания, открыть для себя новые хобби и укрепить здоровье.
Булат Назарбаев считает сохранение национальных традиций основой развития Казахстана, поэтому активно поддерживает различные этнографические ансамбли, выделяет средства на организацию культурных мероприятий. Булат Назарбаев всегда помнил, откуда он родом, и никогда не оставляет своих односельчан в Шамалгане. Его фонд пожертвовал крупную сумму денег на строительство 17 домов неимущих. Все дома полностью подключены к инженерным коммуникациям. Также фонд построил в этом году 20 домов для пострадавших от наводнения в Туркестанской области. В целом вообще Булат Назарбаев часто выступает спонсором благотворительных мероприятий и активно поддерживает участников Великой Отечественной войны. Ежегодно выделяет средства на организацию мероприятий в памяти этого событий. Также Булат Назарбаев, будучи верующим человеком, придает особое внимание значению развития ислама. С этой целью на средства фонда были построены 3 мечети. Следует отметить, что открытие мечети позволяет охватить большее количество нуждающихся помощью. Как вы считаете, друзья, каким должен быть человек для того, чтобы его уважали? На мой взгляд, именно таким, как Булат Назарбаев. Пройдя путь с самых низов до успешного бизнесмена, он продолжает помогать всем окружающим и никогда не забывает, откуда он сам родом. Очень важно собирать досье на политиков и общественных деятелей, живущих в странах Центральной Азии, которые связаны с, например, Казахстаном. Сегодня хочется поговорить про Назарбаева Булата Абишевича. Он родился 23 марта 1953 года. На текущий момент ему 67 лет. Занимает должность директора холдинга BN Invest. Сам родился в Казахстане, в Алматинской области, в селе Шамалган. По национальности, конечно же, казах. Если говорить о семейном положении, то на текущий момент никаких данных нет, ведь последняя и единственная жена Булата Назарбаева, к сожалению, скончалась этим летом. Вероисповедует ислам, владеет казахским и русским языками. Есть дочь, сын. Также известен хорошо его брат Нурсултан Назарбаев, который является первым президентом Казахстана. Получил среднее образование в сельскохозяйственном техникуме в селе Шамалган в 1970 году, а позже высшее образование в юридическом институте ФИМИДа в городе Караганда с 2000 года по 2004. Нес военную службу с 1971 по 1973. Род войск, к сожалению, никаких данных на текущий момент нет. Трудовая деятельность Булата Абишевича максимально разнообразная, и это действительно тот человек, который прошел весь путь с самых низов до своего текущего статуса. Начинал в 1973 году как механик и заместитель директора совхоза Шамалган. В 1988 году приступил к должности заместителя директора хлебзавода в городе Каскелен. Позже, с 1989 по 1992 был предпринимателем, реализовал шкуру мелкого рогатого скота. А позже, с 1992 по 1997 год, основал компанию Инкарагро и занял должность вице-президента. Позже, в 1997 году, да и до текущего времени, организовал холдинг BN Invest, где является основным директором. Также Булат Абишевич тот человек, который активно поддерживает благотворительность в Казахстане. И в 2016 году он основал общественный фонд «Саликалы Урпак». Сам Булат Назарбаев – казахский предприниматель и меценат. В новом микрорайоне Мырзакен полным ходом идет строительство 20 домов для пострадавших от наводнения в Мактраале. На 8 объектах устанавливаются фундаменты, закладываются стены. В августе текущего года планируется завершение строительства жилых строений. Строительство новых домов ведется как раз-таки за счет средств общественного фонда, который основал меценат Булат Назарбаев. Строительные работы в Мырзакенте ведут местные компании. Таким образом, Булат Абишевич поддерживает не только пострадавших от наводнения, но и также обеспечивает работой жителей Казахстана, то есть поддерживает строителей района.
Сейчас главная цель – это своевременное завершение строящихся домов. Первые ключи от частных домов планируют сдать уже в начале августа, то есть осталось ждать буквально всего ничего. 4-комнатные дома возводятся по типовому проекту общей площадью 100 квадратных метров. Строящиеся жилые дома расположены по 2 улицам нового микрорайона. На строительство 20 домов Болат Абишевич Назарбаев выделил около 200 миллионов тенге. Таким образом, можно сказать очень четко, почему необходимо знать таких людей, как Болат Назарбаев. Просто благодаря им люди имеют кров над головой и даже работу. Так что обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы хотите знать больше о меценатах Казахстана.